Так, здесь у нас что изображено? Здесь изображено открытие галереи в Разгарте. Там у меня несколько домов в Разгарте, и я все время мечтаю открыть там галерею. Но разные обстоятельства не позволяют пока. Но как-то я... И в Разгарте такие танцы бывают, как здесь? Ничего не бывает. В Гродно был король польский, столица у Стефана Батория была. И там в музей я зашел, в музей висит картина «Взятие Стефаном Баторием Пскова». Картина есть, значит, все написано, как он взял Псков. Приехал в Псков, оказывается, что Стефану Баторию не удалось Псков взять. Воевода Шуйский отбился. А картина-то есть. И тут я тоже, может, я и не открою никогда эту галерею, но зато картина есть. Я же сам себе заказчик. Да. Чего хочу, то и ворочу. Да, напрямую с Творцом. Да, да. Это вот друг мой, Толик Капутин, он на гитаре играет, я тут на гармошке. Это как бы автопортрет. На гармошке? Не умею я играть на гармошке. И Толик на балалайке тоже не умеет играть. Это не реализм, это как бы эмоции. Эмоции вернее это самое реального изображения. Безусловно. Так, здесь у нас автопортрет. Это автопортрет, это я еще был достаточно молод, совсем еще не женатый. Вот так я. Такой симпатичный Да. юноша. Романтичный даже. Так, глаза... Это не Ну, это тоже эмоции. Да. Нет, человек-то конкретный. Конкретный? Да. Это значит, у меня картина получилась, когда вот не взяли меня на Мурманскую зональную выставку, мы встречали поляков, и на улице Ленина в том конце, значит, где 18 останавливается, был зал выставочный. Галина Самохвалова попросила: Юра, открой выставку персональную. Я открыл. Таня Холодилова телефильм снимала, несколько раз показали по телевизору. И народу собралось очень много на открытии. Всем стало интересно, что такое Филипповский тут покажет, так его ругали по телевизору. Очень много народу. И я, значит, потом сидели мы с поляками, встречали поляков. Ну, переживал, конечно, что на зону не взяли. И сидели мы с мужем, с Аркадием рядышком. Аркадий говорит: Юра, ты такой хороший живописец, ну напиши хоть одну конъюнктурную картину. Я говорю: Аркадий, ну какую картину конъюнктурную, как? Он: да вон, ты же деревню любишь. Я говорю: люблю. Приезд к оператору напиши. Ну, он потом сам забыл, да, дело-то было как бы пьяно. Но я в мастерскую на следующий день пришел и написал. Вот тут конкретно получилось. Потом я дом купил в Разгарте, а этот дом оказался реальным. Он сейчас, правда, разобран и на другое место переставлен. Но вот именно 4 окна, без рам, вот такие пустые, зияющие окна. Все было так, как в жизни. Хотя это все сочинил. И ним бы тут это вот приезд к оператору, все-таки была мечта возродить деревню. Думал, вот кооперативное движение, деревня возродится. Но ничего не возродилось, конечно. Все это оказалось утопия, как и коммунизм. У нас почему-то все становится утопией. Все хорошие замыслы. Значит, этот вот дом конкретно мой. Вот так вот это кусок я разобрал, потому что это
скотный двор был. Он сгнил, крыша провалилась. А это вот до сих пор существует. Вот. Потом я по этому мотиву еще, у меня в галерее хранится картина, значит, расплачивались мы за мастерскую еще при Спиридонове. Вот эти вот, это как бы нимфы, как бы природные силы радуются тоже. Я там святое семейство написал, картину, которая в галерее по этому образу. Это вот я мечтал о карнавалах. Потому что в Европе везде карнавалы, в Америке карнавалы, в Латинской Америке. А у нас в Советском Союзе не было карнавала. Это вот на второй молодежной выставке в Сыктывкаре она была, экспонировалась. Ну, в общем, тоже как бы мечта реализовалась. Потом и в Сыктывкаре карнавалы были, и сейчас в некоторых городах в стране проходят. Вот. Ну, это вот у меня было четыре таких натюрморта. Это осенний натюрморт. Ну, натюрморт и все, осенний натюрморт. Так, переходим сюда. Здесь у нас Здесь так портрет Бутафора Фатеева. Льва Николаевича Фатеева. Это Лев Фотиев, мой друг. Он был ровесник моего дядьки, и они тоже в одно время служили, учились, короче говоря, на Соловках. Дядька Витька у меня был это самое в школе Юнка, а он был в школе радистов. Вот. В общем, судьба такая похожая. Он очень творческий был человек. Отец у него был генерал юстиции, генеральный прокурор Республики Коми. Вот он из рамы вылезает, и не только из рамы, из рамок. Лева, он очень смелый был парень и хулиганистый. Владислав Никонорович Мамченко вообще его хулиганом считал. Но Лева неординарный, конечно, человек. Он без образования, но был художник. Он, значит, работал в драмтеатре Бутафором, потом во Дворце пионеров, вел кружок, кукольный, кукол создавал. В общем, это вот персонажи из рамы вместе с ним прут оттуда, вылезают. Следующая картина, она, значит, как бы предупреждение. Я ее назвал сначала предчувствие, вот так и написано, а сейчас думаю, что это больше предупреждение. Хочется надеяться, что это не сбудется. В общем, смысл такой, что, значит, все наши идеалы, материнство, дружба, там, семья, все это на картине осталось. А в реальности вот люди в скафандрах ходят, потому что животные без скафандров, они мутанты. Вот собачка тут бежит с двумя головами, с 4 хвостами, с 6 ножками. В общем, То есть это возможное будущее. Человек должен задуматься и остановиться от своих таких стремительных, неразумных деяний. Это вот последняя картина на этой выставке, и, в принципе, она еще не совсем закончена, но я уже подумал, что можно ее и выставить. Это тоже конъюнктурная работа, основа демографии. В общем, любовь. Купидоны
кучка купидонов. Вот парень, один купидон уже выстрелил, лук у него в руке. И там жертва любви где-то. На другой, может, картине, может быть, за рамкой. Так, здесь Здесь, значит, ну, довольно удачную фотографию нашли. удали. Так, Я немножко помоложе. Вот, и, значит, текст посвящен мне. Ну, не совсем, конечно, он соответствует действительности, но ничего, ладно. так, дальше там тоже продолжение ваше? Нет, это не моя. То ваше. Это не моя. Так, ну все, здесь заканчивается, да? Да, вот это. Так, благодарю, Юрий. Дай Бог здоровья, любить и быть любимым. Ну, спасибо вам тоже.